Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас погода замечательная. Утром шел снег вот с такими крупинками. Пока я детей накормила, проводила в школу, ухаживала за скотиной, снег закончился. Сейчас идет снег только с маленькими крупинками. Конечно, хотелось вам показать такую красоту, но ничего, еще зима не закончилась, может, еще и будет. Сегодня я решила вам показать, как я готовлю молозиво. Я съездила в деревню, подоила сама корову и привезла молозиво. Молозиво у нас, когда вот только-только отелится корова, тогда только бывает. Кто в сельской местности жил, то, наверное, понимаете, что такое молозиво. Молозиво после отела коровы до 3 дней только хранится. После 3 дней уже молозиво заканчивается, уже можно будет доить нормальное молоко. Хочу немножко рассказать про молозиво. Молозиво мы ели с детства. Наша мама всегда готовила молозиво. Мы с удовольствием ели. В молозиве очень много витаминов. Поэтому, когда корова отелится, все стараются варить молозиво и есть. Вот я хочу сегодня показать тоже, как я готовлю молозиво, как готовила моя мама. У меня 5 яиц. Кладу сюда соли меньше чайной ложки и хорошенько взбиваю. Взбиваю венчиком, можно и миксером, кому как нравится. Мои хорошие, вместо соли можно класть сахар, можно немножко ванилин. Но мы привыкли кушать не сладкое молозиво. Нам нравится подсоленное молозиво. Поэтому я сейчас вам показываю, как я делаю, как делала моя мама. Вот я хорошенько взбила. Вот молозиво. Молозиво вот вам на камере не так видно. Желтоватое молоко. Цвет желтизны. Немножко тянется молозиво. Не так, как простое молоко. Где-то у меня чуть больше 1,5 литра. Кстати, на таком молозиве очень вкусно получаются оладушки, блинчики. Все это хорошенько я заново перемешаю. Ничего трудного нет. Все это можно приготовить очень быстро, с минуты. Вот и все. Сейчас у меня вот такая сковородка. Жаровня. Будем варить здесь, в духовке. Время варки зависит от того, на какой посуде готовим. У меня посуда широкая, поэтому не придется, наверное, долго готовить. Держать в духовке. Вот сейчас я все вот это отправлю в духовку пока минут на 20, на 25. Я не могу сказать именно точно, сколько время будет там находиться молозиво. А там видно будет, когда откроешь духовку. Если молозиво будет готово, то появляется вот такая шапочка. На вкус, вы думаете, если кто-то не поел, какой вкус? На что похож? Похож, наверное, я думаю, на омлет. У меня один внук говорит, младшенький, это, говорит, омлет, а другой внук говорит, старшенький, похож, говорит, на сыр. Ну, у кого
какой вкус. Все, мои хорошие, поставим в духовку. Сейчас посмотрим, как тут дела. Посмотрите, через минут 15 у меня поднимается шапочка. Видите? Готовится как омлет. Я думаю, минут 10 будет все готово. Уже я поставила на минималку. Сначала я подогрела духовку до 180 градусов. Сейчас убавила. Поставить минут 10 и посмотрим. Вам видно, мои хорошие? Вот какая вкусняшка получается. Шапочка поднялась. Я поставила остывать. Когда остывала, все, шапочка опустилась. Но ничего страшного. Я, конечно, не успела снимать. Если будет возможность еще раз готовить, то я вам покажу и шапочку. Ничего страшного. Сейчас снимем пробу. Ну, конечно, точно получается как омлет с водичкой. Вкусные, нежные. Пока еще горячее. Не совсем остыло молозиво. На вкус как будто омлет, но еще нежнее. Ни масла, ничего не добавляем, просто добавляем соль. Вот хочется и хочется есть. Прямо так все нежное получилось молозиво. Угощайтесь, мои хорошие. Молозиво очень сытное, как будто мясо кушаешь. Вот так сытно. Получила посылку я от нашего любимого Василька. И хочу вам показывать, что я на этот раз заказала себе и детям. Дети, конечно, у меня на первом месте. Поэтому я для своих внучат увидела вот такой красивый костюм трикотажный. Посмотрите, какая красота. Ткань трикотаж из чистого хлопка. Короткие рукава и вот такие красивые надписи. Это летний костюм, можно носить и дома, можно носить летом на улице. Вот такая красота, пошив хороший, все оверложено. И вот такой шортик, посмотрите, с карманами. Широкая резинка. Посмотрите, как все красиво. Все оверложено. Посмотрите, все. Классный пошив. Это размер у меня. Рост 146. Размер 72. 100% хлопок. Кулирка. Производитель Узбекистан. Цена 644 рубля. Костюм заказала побольше я Сабине и заказала Диане. У нее рост 140, размер 72. Тоже такой же костюм. Недорогой, бюджетный. В дальнейшем покажем. Примерим. И заказала я старшему внуку спортивное трико. Вот такое красивое, цвет хаки. Посмотрите.
с карманами боковыми. Здесь тоже резинка широкая и веревочка есть. Посмотрите, какая красота. Здесь надпись, а здесь манжет. Здесь 164 рост. Брюки для мальчика цвет хаки на 14 лет. Производитель тоже Узбекистан. Фирма Бонита, 100% хлопок. Всего стоит 490 рублей. Тоненький трикотаж. Посмотрите, если вам видно. В прошлом году я своему внуку Владиславу покупала почти такое же трико. Он носил. После стирки качество не меняло, но уже маловато. Мальчик наш вырос. Еще заказала младшему. Тоже заказала трико, но с начесом. Вот такой начес, ворсинка толстая. Фирма Бонита. Тоже боковые карманы есть. Вот. Резинка широкая. Тоже веревочки есть. Здесь манжет. Сейчас детям очень удобно, когда манжет есть. Все классно оверложено, посмотрите. Здесь тоже видно, что вязка хорошая. Не растянется сильно. Цена брюки 675 рублей. Примерим, покажем. Все красиво. Заказала я еще вот такую простыню. 100% хлопок, трикотаж. Размер 200 на 160. Цена 865 рублей. Высота борта 20 сантиметров. Получаю уже несколько раз. Мне очень даже нравится. После стирки, без обмана, я даже не глажу. У мальчиков тоже начали такие же простыни стелить. Они говорят, не сползается, очень удобно. Также я заказала вот такой комплект от постельного белья. Сладкие парочки. В прошлый раз я вам показала, постелила. Многим, конечно, моим подписчикам, зрителям понравился. Это бязь. Двухспальный бязь на молнии. Простыня широкая. Можно заправить, как положено. Я вам постелю, не поленюсь. Еще раз покажу. Цена постельного набора 1908 рублей. Тоже все бюджетно. Самое главное, из чистого хлопка. Также, мои хорошие, я себя тоже без внимания не оставила. Заказала я себе вот такой халат. Очень красивый, махровый. Производитель Василек. Халат, конечно, не толстый, тоненький. То, что мне надо было. Толстый халат я не могу носить. После бани, особенно летом, иногда хочется выходить в халате. Халаты такие у меня тоненькие, маленькими рукавами есть. Но хочется сказать, помыться хорошенько, одеть вот такой халат, закутаться, выходить и полежать. Я сейчас вам сразу покажу. Вот такой халат красивый. Воротник называется, по-моему, шалевый. Смотрите, какая красота. Карманы большие. Вот такой халат махровый. Размер 54. Как раз мой размер. Рукава спущенные. Цвет молочный, не белый.
у любимого Василька есть разные цвета. И потемнее есть, и посветлее, яркие. Но мне захотелось именно какой-то тон вот такой успокаивающий. Ведь я буду чистенькая выходить после бани. Мой халат стоит 1732 рубля. Привет. Всем привет. Вот мое трико. Мне его недавно заказали. Очень удобное. Цвет хаки. Вот здесь веревочка. Очень удобно. Как раз мне на волейбол. Потому что мы там потеем. Оно из чистого хлопка. Здесь боковые кармашки. Манжет. Буду носить на волейбол, потому что из чистого хлопка, а мы там потеем. Ну а мне вот такое теплое трико заказали, красивое. Да. Вот такие кармашки боковые есть. Удобное. Еще шнурочек вот такой беленький. Манжеты вот здесь удобные. Красивые надпись. Я сейчас в музыкальную школу иду. На улице холодно, а тепло как раз теплое. Трико тебе понравилось, Лун? Да. Ну и носи на здоровье. Большое спасибо. Пожалуйста. Красоту я заказала внучкам. Дианочке и Сабиночке. Вот шортики красивые. Вот как красиво. Ну как, мои хорошие? Вам нравятся костюмы? Да. Ну и носите на здоровье. Спасибо. Вот посмотрите летом, как приятно будет детишкам бегать около дома. Выходить на прогулку. Здесь рядом парк. Они будут ходить туда на прогулку. Вот какую простыню я еще заказала. Простыня трикотажная на резинке. Размер 160 на 200 и высота борта 20 сантиметров. Цвет бирюза. 120 грамм на квадрат метр. Цена 865 рублей. Посмотрите, мои хорошие, какая красота. На камере простыня как будто голубое-голубое. Как мирное небо без облачков. А на самом деле светом простыня бирюза. Хочу вам показать высоту борта. Посмотрите, высота борта 20 сантиметров. Это очень даже хорошо. Все оберложено. Резинка хорошая. Простыню как заправляешь, так и держится. А вот комплект от постельного белья «Сладкая парочка». Размер двухспальный на молнии. Наволочки 70 на 70. Вот какая простыня. Простыня широкая-широкая. Посмотрите. С обоих сторон вот настолько спускаю. Посмотрите. Здесь 2 метра. У меня кровать. И вот настолько еще остается в запасе. Василек не шьет прямо впритык. Шьет всегда с запасом. Мне это очень нравится. Вот какая красивая наволочка. На молнии тоже. Вот сладкая парочка. А вот уже пододеяльник. Посмотрите, какая красота.
нежность. Картинки красивые. Пододеяльник тоже на молнии. Тоже так же оверложено. Пошив отличный. После стирки качество не теряет. Скоро 8 марта. Даже на 23 февраля, я думаю, можно подарить такой комплект постельного белья. Посмотрите и любуйтесь. Покупайте, дарите или пользуйтесь сами и радуйтесь. Ну что, мои хорошие, я вам показала сегодня обзор посылки от любимого Василька. Все товары, которые я получала на сегодняшний день, и что я вам показала, все мне понравилось. Во-первых, из чистого хлопка, качество отличное, красивый дизайн, ни к чему не придерешься. Костюмы девочкам понравились, а брюки мальчикам. Да и халат мой прекрасный. Также и комплект постельного белья вместе с простыней. Цены бюджетные, скоро праздник. Можете сделать заказ, без сомнений, на ваш вкус. В интернет-магазине «Любимый Василек» продается буквально все. Постельные принадлежности, товары для дома, товары для кухни, одежды для взрослых и для детей. Ссылку на новый сайт «Любимый Василек» я вам оставлю под видео и закреплю в комментариях. Если что-то непонятно, вы мне можете написать в комментариях. Я рада буду вам ответить. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Желаю всем самое главное – здоровья, удачи, благополучия в семье и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующей встречи.